прошлом году, предпраздничные новогодние дни, курорт Красная Поляна был очень популярен среди жителей Абхазии. Это и понятно, там царит праздничная атмосфера. Но сегодня я вам расскажу не о Красной Поляне, а о том, где можно отдохнуть на территории Абхазии, не выезжая за пределы нашей страны. Здоровья, хорошего настроения, праздничного. Что я могу пожелать? Желаю и всем сердцем, всем, чтобы наша страна, она цвела, развивалась, и чтобы как можно больше людей узнали о нас, и только с положительной стороны. Если нет желания встречать праздники в городе, под пальмой и, судя по погоде, на раскаленном песке, в то время, когда душа просит традиционных зимних мероприятий, тогда, конечно же, нужно ехать на Рицу. На 5-м километре Бзыбского ущелья расположился необычный отель. Сказочные деревянные домики буквально светятся. Мимо них проехать просто невозможно. Вы спросите, почему же я рассказываю вам именно про этот гостиничный комплекс? Все просто. Когда-то энное количество лет назад молодая семейная пара в новогоднюю ночь загадала желание – маленький эко-мир в Горной Абхазии. И вот в 2016 году началось строительство Грасс-отеля. На территории Грасс-отель у нас 2 домика. Каждый домик оснащен кухней, камин. В домике помещается 10 человек. У нас есть 2 спальни. Есть большой просторный зал. На 1-м этаже душевая, санузел. Там у нас кухня, то есть телевизор. Все удобства. Можно спокойно приехать с семьей и здорово провести время. Можете сами готовить. И, в принципе, все для жизни здесь есть. Семейный бизнес только набирает обороты. В планах хозяев построить еще 3 дома с абсолютно другой концепцией. Возможно, когда-нибудь зимний отдых в Абхазии составит конкуренцию самым популярным курортам не только России, но и Европы. Вот последний год мы очень рады тому, что местное население, то есть молодежь, даже не молодежь, даже взрослые, также и дети, школьники с своими преподавателями, они приезжают к нам, остаются, устраивают мероприятия, дни рождения, у них корпоративы. В принципе, если раньше люди искали возможность куда-то уехать, не было такого места, где можно было бы приехать большой компанией, провести здорово время, где может разместиться много людей сразу в одном месте, не надо искать номера, то есть не надо где-то по разным местам ложиться. Все сразу могут вместе просыпаться, готовить, кушать, выходить на веранду вечером, петь, танцевать. Очень удобно, и поэтому я считаю, что это одно из, наверное, может быть, даже единственное место в Абхазии, где можно приехать большой компанией и очень здорово провести время. Вот. И если раньше там на Красную Поляну ехали, то сегодня я считаю, что, можно сказать, конкуренция, наверное, здоровая и хорошая, и было бы здорово, чтобы больше людей приезжала сюда, не уезжали далеко, не приходилось ехать, пересекать границу, а проводить время здесь, в Абхазии, оставаться в своей стране и получать такое же удовольствие.
Хозяева превратили каждый дом в маленький волшебный мир, где царит новогодняя атмосфера добра, надежд, уюта и тепла. Нельзя не согласиться с тем, что каждый дом, в котором есть камин, имеет свою неповторимую атмосферу. Вот именно зимнее время я больше сказала бы, что это время для местного населения. Летнее все-таки каждый работает, чем-то своим занят. Мы тоже страна, все работают, то есть это туристическая сфера, туристическая страна, поэтому каждый занят своим делом. А в зимнее время мы больше заняты местными людьми, поэтому в новогодние, предновогодние, посленовогодние больше, может быть, где-то 60%, 70% это местные люди. И это очень здорово, это очень классно, на самом деле. А вот летом, естественно, летом больше отдыхающих. В этих экодомиках есть все условия для того, чтобы почувствовать себя как дома. Экодомики, в принципе, это и так понятно, что мы находимся в экологично чистом месте, и как бы это для человека более приятно находиться в деревянном построении, нежели в бетонном. Человек, который приезжает с города, ему интереснее будет провести и здоровый образ отдыха. Есть сауна, тоже с большим панорамным видом на ущелье, к лесу, там с подсветкой, очень здорово попариться, посидеть, посмотреть, очень красиво. Сауна сделана с эвкалипта, с дерева, то есть когда паришься, сразу чувствуешь, помимо того, что ты паришься, тебе тепло, как бы можешь добавлять масла, а еще от дерева исходит, то есть приятный аромат. Это вдвойне как бы экологично и приятно, и как бы хорошо.
На территории есть еще 2 двухместных номера. Это не домики, это просто двухместные номера. Плюс к каждому двухместному номеру у нас есть дополнительное место, есть терраса. На террасе есть караоке, проектор, можно классно провести время, попеть, потанцевать. В принципе, просто посидеть, отдохнуть, потому что она полностью стекла и прекрасный вид панорамный на горы. Мы находимся в двухэтажном домике на 2-м этаже в одной из спален. Спальни 2 в каждом домике. Вот. В спальню входит двухместная кровать, все удобства, то есть есть кондиционер, есть комод, зеркало, светильник, тумбочка, шкаф для вещей. Можно разложить еще диванчик, то есть если вы приезжаете с семьей, с детьми, вы можете спокойно его разложить для деток. В принципе, если большая компания, каждый домик, он рассчитан для 10 человек. Все есть, кресло, все в принципе как для жизни, все удобства есть. Также и во 2-й спальне. В этих экодомиках есть все условия для того, чтобы почувствовать себя как дома. Задумка была такая, чтобы человек приехал с семьей, неважно, то есть компания, чтобы им не приходилось идти искать ресторан, кафе. То есть они могли сами себе спокойно, как и дома, в принципе, приготовить тот же ужин, завтрак, обед, неважно. Каждая кухня в каждом домике, она оснащена новыми технологиями. Здесь есть и микроволновка, есть кофемашина, есть духовка, есть плита, вся посуда. То есть посуда рассчитана на 10 человек, с добавкой, с запасом. То есть все удобства есть. Можно смело прийти, жить, готовить, как у себя дома. В этом была и вся идея, чтобы человек себя чувствовал максимально комфортно, и ему было удобно здесь жить и проводить время. 1, неделя, неважно сколько дней. Ничего не нужно, все, главное купить продукты, и можно смело готовить. Я желаю всем, каждому, чтобы все их мечты сбылись. Я считаю, что мечты должны сбываться, они сбываются. И хотелось бы, чтобы больше мечтали, стремились вперед, чтобы была здоровая конкуренция, чтобы каждый свою работу выполнял максимально. Главное для себя, то есть сам себе задал цель, и то есть не опускаться ниже, идти только вперед. Как Новый год встретишь, так его и проведешь, гласит народная мудрость. Именно поэтому, видимо, мы стараемся новогодние праздники сделать ярче и краше. Если вы уже решили, с кем встретите Новый год, то сегодня я вам рассказала, где вы можете его встретить с большой компанией. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю, чтобы в ваши дома зашло только добро. С вами была Рената Шакая. Встретимся в 2020 году.